мы рассмотрели два проекта. Это проект Инаглинский Колмана и проект Тимира по строительству металлургического комбината. Что касается Колмана, то реализация проекта идет хорошо. В течение вот этого месяца, октября, в середине месяца должны поступить федеральные субсидии на строительство энергетики, железной дороги, но работа уже началась. Уже идет подготовка площадки, уже проводятся тендеры, поэтому в целом мы в этом году уже эту работу по Инаглинскому, именно по строительству инфраструктуры начнем. Проект реализуется в те сроки, о которых договорились, поэтому какого-то беспокойства сейчас по реализации проекта не видим. Второй проект, который рассматривался, это проект Тимира. По Тимиру у нас вопросов больше. Мы договорились о том, что до января наши коллеги определятся. Они в конце концов этот проект делают или не делают. Потому что у нас лишних бюджетных денег нет. На поддержку проекта Тимир выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей бюджетных средств. Пока выделено, ни копейки, естественно, не истрачено. Если проект будет продолжать тянуться, мы это финансирование снимем и используем его для реализации других проектов на территории Республики Саха-Якутия. Конечно, по графику это идет, но вот сегодня, когда разбирались, есть определенные проблемы. Прежде всего, это до конца должны довести вопросы земельных отношений. Там есть связанные земли, которые принадлежат частному бизнесу. Во-вторых, мы сегодня должны четко для себя представлять, кто придет. 15 резидентов из 19, которые заявляли в начале, они уже подтвердили, они уже начали работать. И при этом графики возведения объектов, которые для себя определили, они подтвердили, что в середине следующего года они будут готовы. Ну и что касается других вопросов, то мы для себя должны понимать, что каждое предприятие, каждое учреждение, которое непосредственно идет, они должны быть непосредственно под контролем региональных властей с точки зрения поддержки, с точки зрения принятия решений и, самое главное, по тем или иным разрешительным документам, которые понимают, чтобы они не чувствовали определенных препятствий. Ну а что касается то, что резиденты придут, не придут, тем более сегодня Юрий Петрович это подчеркнул, о том, что мы должны быть открытым. Я думаю, с учетом сегодняшнего разговора, с учетом того, что мы будем уже как бы рекламировать и непосредственно создавать условия, чтобы люди понимали, бизнес понимал, но не только здесь, но и другой, кто живет за пределами республики, были заинтересованы, вкладывали и занимались. В этом плане мы наверняка примем более четкий план действий, чтобы именно работать по привлечению инвесторов в дальнейшем, чтобы они становились резидентами. Мы с Егором Афанасьевичем договоримся, что как минимум удвоить количество резидентов в ближайшее время необходимо.